Говоря о войне, конечно, все чувствовали в то время, что назревает такая серьезная буря, большое испытание для нашего народа. И надо сказать, что и правительство страны, и все мы готовились к этому. Дети учились в школе, взрослые работали, создавали хорошую оборонную промышленность. Но вместе с тем начало войны оказалось для нас неожиданным. Я закончил среднюю школу, работал на железнодорожной станции, нарядчиком паровозных бригад, кочегаром на паровозе, а мне было чего там 17 лет, 18, вот такой. И я услышал о войне, идя на работу, в поездку должен был ехать, и радиопродуктор был в центре села нашего огромного, и объявили войну. Вот так я встретил первый день войны, выходя на работу. Я должен сказать, что страна готовилась. Защита Отечества – это священный долг. Надо быть интернационалистом, но надо знать и корни свои, как каждому народу. Любить, уважать – без этого нет жизни. Иначе это перелетная птица какая-то. Ведь я на фронте пробыл 3 года, много было сражений. Кто, если скажет, что не страшно, он покривит душой. Конечно, ведь живой и живет человек один раз, но когда ты уже пошел в бой, здесь обо всем забываешь. Здесь твоя задача выполнить свой долг до конца. Вот только я закончил курсы младших лейтенантов, принял роту, под Сталинградом закончились бои, и мы стали наступать на Орел. Хотели зимой взять Орел. В одном из боев, я был командиром стрелковой роты, я получил 2-е ранение, тяжелое. Пробыл в госпитале около 4 месяцев. Выйдя из госпиталя, опять на фронт, под Орел. Только я принял противотанковый взвод, началась Курская битва. Я прошел всю Курскую битву. В Орле получил очередное ранение, 10 осколочных ранений. А после Курской битвы наша дивизия получила наименование дивизии первого салюта. Тогда вводили за победы салюты. Но я пролежал в медсанбате. Ранения были не очень тяжелые. И оттуда мы стали форсировать реку Десна. Форсировали и вошли на станцию Голубея в Белоруссию. В Белоруссии я провоевал почти год. Брали Быхов зимой, форсировали Днепр. А 22 июня 1944 года началась битва под наименованием «Операция Багратион» по освобождению всей Белоруссии. Я участвовал в освобождении Минска, а после Минска нас возвратили несколько назад. Попала в плен немецкая 4-я армия Миллера. Мы ее окружили, разбили на части. И 5 июля 1944 года я в этой операции был опять ранен. По выздоровлении в госпитале в Рославле опять на фронт. Уже участвовал в боях за освобождение Польши, в частности Варшавы. Я был награжден медалью за освобождение Варшавы. Бытгощ, Штеттин, Кенигсберг. А оттуда уже перешли в Германию. Первым городом, который мы взяли, это был город Нойбранденбург. И когда эта группировка была разбита, нас повернули в сторону Берлина. 2 мая утром мы прибыли в Берлин, готовились к операции. Командир полка получил задание на какой-то участок. Мы должны выдвинуться.
Пока мы готовились, выдвигались, Рейхстаг пал. Командир полка объявил: для нас война закончила, Берлин пал. Так я закончил Отечественную войну командиром противотанковой роты. Этот день все мы ждали, но многие не дождались этого дня. Даже войдя в Берлин, остались навечно там. А вечером мы устроили салют. Из всех видов оружия стреляли. Это же была великая радость. Там встретили День Победы. А уже в сентябре, 7 сентября 1945 года, я участвовал в параде союзных войск в Потсдаме, в Берлине. После этого оставались в Германии до декабря месяца, а затем расформировались, выехали на родину, в Москву, там расформировались. И я продолжил службу. 4 года еще был на разных операциях. Наше поколение особенно не заметило вот этого перехода в конец войны и мирное время, потому что тут же, сняв шинели, стали к станкам, сели на трактора, растили хлеб, осваивали целинные земли, создавали новую промышленность, создавали великие электростанции, строили великие железные дороги. И это все было в труде. Я коммунист 43-го года, вот уже 71 год, 72-й год. И считаю, что эти идеи для человечества очень ценные. И многое, что было, меняются, но задачи вот у военных, у нас, у мужчин остаются одни и те же. Защита Отечества. Не дать возможность, чтобы наша страна оказалась вновь втянута в такую кровопролитную войну.